Цифровизация государственных услуг – один из путей снижения доли теневой экономики, а также ключевой фактор развития конкурентоспособности государства. На сегодня в Министерстве финансов практически все услуги доступны в электронном формате. Осуществляется ряд инициатив по цифровизации министерства, которые обеспечивают его прозрачность и сокращение доли теневой экономики, в том числе за счет системы прослеживаемости товаров. С введением электронного документа оборота и взаимной интеграции информационных систем стал виден весь путь от импорта и производства товара до их конечной реализации потребителю. Использование системы электронные счета-фактуры – это возможность отслеживания цепочки перепродаж по всей стране и начисления НДС. Параллельно внедрено оформление первичных бухгалтерских документов в электронном виде. Особенно популярным этот сервис стал в период локдауна, когда налогоплательщики должны были работать дистанционно, не встречаясь друг с другом. По сведениям из электронных счетов фактур, наши информационные системы позволяют выстраивать цепочки продаж с выявлением недоплат и рисковых налогоплательщиков. Существенным прорывом в администрировании НДС стало онлайн-выявление рисковых компаний, которые участвуют в бестоварных сделках и схемах по обналичиванию. Модуль «Виртуальный склад» информационной системы «Электронные счета фактуры» позволяет автоматизировать процессы прихода и списания товаров, в том числе на основании сведений из деклараций на товар, поступающих из информационной системы «Астана-1». Завершающим звеном в прослеживаемости товаров является система онлайн-контрольно-кассовых машин. При розничной реализации товары автоматически списываются с виртуального склада налогоплательщика. Сведения из онлайн-контрольно-кассовых машин автоматически попадают в органы государственных доходов для дистанционного мониторинга. Казахстан одним из первых в СНГ начал внедрение электронных госуслуг, и сегодня наши системы позволяют отследить товар или услугу с момента происхождения до конечного потребителя. Также органы государственных доходов активно проводят меры по упрощению исполнения налоговых обязательств и для физических лиц. И сейчас с уверенностью можно сказать, что цифровые технологии служат и государству, и его гражданам.